Июнь 2022 года. К Дню России страна получила удивительный подарок – вышитую карту. Ее создали мастера из всех субъектов, откликнувшись на призыв Чувашской Республики. 12 декабря 2022 года. В Москве собрались все участники проекта, чтобы увидеть вышитую карту России. К тому времени на ней появились 4 новых региона и, как выяснилось, несколько дочек. Субъекты начали обзаводиться собственными картами. Как это бывает с успешными проектами, вышитая карта России зажила собственной жизнью и стала сама придумывать события. Идея фестиваля вышитых карт регионов родилась словно сама собой. Август 2023. В Чебоксары, столицу фестиваля вышитых карт, начали приходить, а затем и приезжать экспонаты будущей выставки. Вот так торжественно вы принимаете, да? Да, мы хотим оставить это в истории. Большим приветом из Башкортостана, нашего солнечного медового края. Размах грандиозный. Вышитые карты России и 75 вышитых карт регионов на время перебираются в самый большой выставочный зал города. Впервые зрители могут наблюдать за тем, как создается выставка. Заявлен открытый монтаж. Остров очень значимый. Здесь впервые Петр I подарил триколор, и он стал вот государственным флагом. Мы искали себя в Калужской области. На небе, как солнце светит с лучами, и здесь располагается наша область. И когда въезжаешь в Калужскую область, надпись у нас «Благословенная Калужская земля». Я каждый раз, когда смотрю на любую карту, я просто преклоняюсь перед мастерством человека, перед искусством, перед талантом мастериц, которые смогли создать такие рукотворные шедевры. Музейные работники признаются, завидуют сами себе. Стать очевидцем и участником такого грандиозного события – поистине профессиональная удача. В этом зале собраны 70 вышитых карт регионов, и у каждой своя история, своя концепция, своя миссия. Вообще моя идея, в принципе, была, немножечко осовременить взгляд на традиционную вышивку, на традиционный фольклор, чтобы не было такого стереотипа, что вышивкой занимаются только, простите, люди старшего, зрелого поколения, что, оказывается, современные молодые девушки, молодые парни как раз-таки тоже интересуются, углубиться в самосознание и понять, вот кто же я, к какому этносу я могу себя отнести. И думаю, что сейчас вот в современном нашем мире, в наше время, это остро стоит вопрос вообще об этом, о национальной самоидентификации. Мы здесь показали все 18 регионов, и в том числе и город Донецк. А здесь в общем охарактеризовали город наш, древо жизни, памятники, шахтер, это визитная карточка нашего города. Внизу показали пашни и животноводство, и металлургия, и все у нас есть. Из Донецка помимо 2 карт приехал и чудесный рушник, предназначенный для Чувашского национального музея. Подарками на фестивале обменивались направо и налево, ведь собрались здесь старые знакомые, друзья. Правда, были и сюрпризы. У меня есть информация, что у вас появился миллионный житель. Да. Как зовут, знаете? Нария или Саина зовут. Вы знаете, мы с этого года каждому жителю Чувашии, который рождается в Чувашии, дали вот такой подарок. Я родился в Чувашии. Там, естественно, вышивка, сказки чувашские, правда. И, соответственно, в чувашском стиле. Чувашский подарок, вашим миллионам. 3 фестивальных дня вместили столько событий, что воспоминаний хватит на год. И чувашский праздник в честь открытия, и показы моделей, дизайн которых навеян национальным колоритом, и дружные игры народов России, и сеанс одновременного вышивания на главной площади Чебоксар, когда почти 100 мастериц под руководством педагогов и учениц школы чувашской вышивки трудились над национальным узором под музыкальное сопровождение гармонистов.
Концертом на главной площадке творческие коллективы не ограничились и решили заглянуть на выставку. Согласитесь, в таких декорациях этнические мотивы звучат особенно проникновенно. Уму непостижимо, но при такой насыщенной программе, при таком стечении народа, участники фестиваля «Вышитая Россия» успевали еще и учиться. Публичные лекции и мастер-классы от ведущих научных сотрудников Российского этнографического музея стали местом встречи истинных служителей народного искусства. Оно, кстати, сейчас переживает творческий и эмоциональный подъем. Есть большой интерес к народному творчеству, к народному искусству. Да, это наши корни, это наша сила, это то, чем мы все питаемся, это то, что нельзя забывать ни в коем случае. Это то, что стимулирует нас развиваться дальше. Народное искусство – язык, который понятен всем. Послания, вышитые на картах регионов страны, читаются без труда. Восторг, сила. Мы Россия. Мы Россия. Распирает гордость за нашу большую страну, то, что она такая вся единая, многонациональная. Делюсь фото, видео с выставки, с теми, с кем переписываюсь, общаюсь, в том числе и с Крымом, и с другими регионами. Отправляем фотографии, чему они очень рады. Народ, который знает свою историю, народ, который черпает силы и вспоминает мужество своего народа через вот такую культурные традиции, культурный код, и объединяет усилия и заново собирается, это народ непобедимый. Сегодня в этих полотнах, таких разных внешне и таких одинаковых по сути, содержится самое главное. Объединившись вокруг большой карты, они вобрали в себя память о предках, любовь к родной земле и неиссякаемую силу народа, живущего на ней.